Селям алейкум, вітаю! В ефірі проект «Мейдан Зустріч». В вашей биографии указано, что вы вынужденный переселенец, покинувший Крым. Вы помните день, когда вы в последний раз, или, скажем так, в крайний раз находились в Крыму? Ну, на самом деле я выехал из Крыма тогда, когда начались события на Майдане. И с первого до последнего дня я возглавлял комендатуру Октябрьского дворца, Жовтневого палаца. Но после этого мне довелось еще один день побыть в Крыму. Это было 31 марта. Тогда, когда мы уже военным бортом летали в Крым. И это нельзя было назвать переговорами. Это были такие, знаете, консультации, так сказать, по выводу наших военных, вооружений, эвакуации семей военных, курсантов и лицеистов. Ну, понятно, что это было после того, как на политическом уровне было принято руководством Украины соответствующее решение. Понимали последствия и что это затянется не на один год? Ну, я понимал последствия тогда, когда еще 23 числа, у нас 23 февраля было заседание фракции, тогда еще объединенной фракции партии Батьківщина и Народного фронта. И когда Яценюк уже в предвкушении своего премьерства просто летал выше облаков, я тогда на заседании фракции сказал, что мы находимся на грани потери Крыма, и нам буквально через считанные недели подпалят Донбасс. На что Яценюк сказал: да, по Донбассу это вообще фантазии, но в Крыму, да, там тревожно, надо что-то делать. Я говорю, что делать нужно следующее, нужно немедленно менять власть в Крыму. Ну, потом, к сожалению, так сказать, начались интриги, которые привели к тому, к чему привели. Поэтому понимание, ощущение была информация, и я об этом говорил и Турчинову, и Яценюку, о том, что еще в конце октября Константинов, тогдашний спикер Крымского парламента, а сейчас слуга оккупантов в Крыму, так вот, в одну из своих очередных поездок в Москву, или после такой поездки, он вернулся и вызвал к себе руководителя юридической службы секретариата Верховной Рады Крыма и дал задание, чтобы мы подобрали все документы, которые касались акта 1954 года. Тот же Иоффе говорит, что предлагалось назначить или избрать спикером после всех этих изменений Рифата Чубарова, а на должность премьер-министра Крыма рассматривалось две кандидатуры: ваша и Сергея Куницына, ныне народного депутата. Подтвердите или опровергните его слова? Ну, я поясню ситуацию, так сказать. Значит, ко мне подошел Яценюк 23 числа после той фракции и сказал, что тебе придется ехать в Крым. Я сказал: хорошо, надо, значит, я поеду. Но при этом я выдвинул ряд условий. Я сказал, что там для того, чтобы справиться с этой ситуацией, должно быть полное подчинение всех силовых структур в Крыму. С возможностью отстранения, там, замены людей и так далее. Чтобы было понятно, например, что такое СБУ в Крыму, так сказать, Макеевская, тоже было понятно. Ну, вот, по милиции как бы тоже ясно, но тем не менее, то есть, что нужно будет мгновенно менять, без каких-то там долгих дебатов, согласований и так далее. Ну, вроде как они с Турчиновым сказали: да, так и будем действовать. После того, как Яценюк с Турчиновым мне попытались предложить вот такую, так сказать, версию развития событий, мы начали консультации с депутатами Верховной Рады Крыма. И частично, моими коллегами эти консультации велись в Крыму, частично, так сказать, в телефонном режиме. Но на утро 26 числа примерно 74-76 депутатов из 100 готовы были поддержать кандидатуру Киева. Кто это? Что это за кандидатура? Кто это был? Ну, на тот момент времени, коль скоро это предлагали мне, поэтому это так и звучало. Ну, я вам могу сказать, как выглядел мой отъезд 26 числа из Киева. Значит, по очереди там в разных углах, кто-то в лифте, кто-то позвонил, кто-то что-то шепотом. Со мной, по-моему,
6 групп, 6 встреч было. То есть вот когда я ехал поздно вечером, а улетал где-то в 22 часа из Симферополя, там спецрейсом, и в каждом придорожном кафе сидела группа депутатов, и таких встреч было 6. Ну, у них там группа по интересам, мы понимаем, да? И каждая из этих групп пыталась договариваться по составу будущего правительства. То есть все они примерно задавали один вопрос, но все-таки, так сказать, не случится ли такого, что там все правительство привезут с материка. На что я твердо сказал нет. То есть правительство будет крымское, никто, так сказать, не собирается тут завозить там с Галичины людей, у тех там своих задач достаточно, так сказать, по наведению порядка в своих регионах. Вот. И начинались обычные мелкие крымские торги. А вот у нас там замминистра ЖКХ наш, а можно он останется. Ну, в общем, вот такого плана. Но чтобы мы понимали, что на тот момент времени, пока еще без российских штыков, без российского спецназа в здании правительства и в здании Крымского парламента, вся эта ломаная, переломанная продажная публика готова была, так сказать, постелиться, так сказать, и выполнить волю Киева. А вот потом решающим выступили, так сказать, конечно, эти автоматы, пулеметы и так далее. То есть фактически банальный, условно назовем, дележ портфелей и торги усугубили ситуацию, и зеленые человечки вас опередили. Ну, еще раз, меня там точно никто не опережал. Опередили, к большому сожалению, так сказать, политическое руководство, тогдашнее политическое руководство страны, которое не приняло жестких решений. Как вам позиция бывшего премьера Могилева, который на следующий день после всего этого согласился, выступил с видеообращением и покинул Крым? Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. Должен ли был он поступить как-то иначе? Ну, знаете, такого рода претензии можно предъявить ко многим. И Могилеву, и Куницыну, который назначился тоже там в результате интриг. Не знаю, зачем оно было ему нужно. Постоянным представителем президента в Крыму. И не появился в этом представительстве вообще. Потом рассказывал байки про то, что он спал в обнимку с автоматом. Я не знаю, где и почему. Вот. Но, то есть, уже или у тебя есть дух на это, или нет. Сказать, что из Крыма можно было 27-го что-то изменить, точно нет. Это нужно было делать из Киева. Вот до того можно было в Крыму. Почему я говорю об этом окне возможностей 3 дня? Потому что до того властью был Янукович, а после того уже без военных это было бессмысленно. Сейчас вы поддерживаете какие-то контакты с Анатолием Могилевым? Да нет, какие у нас контакты? Вот я же говорю, мы в тот период вы достаточно положительно о нем отзываетесь, в отличие от других, поэтому у меня возникают такие вопросы. Я не отзываюсь положительно, еще раз. Могилев свою отрицательную роль в Крыму, так сказать, как часть режима Януковича выполнил. Я просто против передергивания событий, потому что те люди, которые пытаются сегодня себя показать в этой крымской истории, так сказать, положительными героями, а на самом деле являются просто предателями. Я говорю о том, что они предатели. А те, кто в этой ситуации себя вел, скажем так, условно говоря, нейтрально положительно, я не хочу брать и старые обиды проецировать на этого человека. Я говорю о том, что я видел и что я слышал. Вы помните, когда вы познакомились с Сергеем Аксеновым? Вы знаете, я родился в Крыму, и поэтому я там знаю всех абсолютно. Но персонально, наверное, впервые это на эфире, по-моему, сейчас одного из, я уже не помню, там Куницынский был какой-то канал. Неаполь. И вот мы на эфире там первый раз с ним столкнулись. Вот. Но перед этим, идя на эфир, я, конечно, понаводил справки, и все было понятно. То есть в 90-х годах вы нигде никогда с Аксеновым не пересекались? Я был вице-премьером, а Аксенов каким-то там бригадиром, сбитой на базаре. Про что я говорю? Скажите, а что с вашими крупными объектами
недвижимости и имущества произошло непосредственно в Крыму, в Симферополе. Тот же помещение на улице Пушкина, 11, на Козлова, 45. Их все национализировали? Ну, они это называют национализацией, так сказать, это просто захват. В моем офисе, ну, там, где была моя депутатская приемная, это вот это здание, которое вы вспомнили, оно мне и там, моим партнерам принадлежит на правах частной собственности уже лет 30. То есть оно там не приватизировалось, ничего там, никаких, так сказать, каких-то невнятных ситуаций с происхождением этой собственности нет. И оно у меня было все добросовестно записано в моей депутатской декларации. Вот это все оккупанты объявили своим. И сегодня в моем офисе находится одно из подразделений ФСБ. Но, вы знаете, я не горюю на эту тему. Почему? Потому что, ну, так с ума можно сойти. То есть я исхожу из того, что, знаете, воевать за квадратные метры, так сказать, ну, я точно не собираюсь. То есть я правильно понимаю, что вы не оспаривали в судах процесс национализации никоим образом? Вот тот же ваш бывший соратник Дмитрий Полонский, ныне министр информации, находится в здании на Козлова, 45, который вам принадлежал. Во-первых, давайте уточним. Значит, есть соратники, есть попутчики. Это там бегало же много народу вокруг. И то, что многие предали, да, и хочу вам сказать, что предателей, их в разных кругах очень много. Ну, просто надо для себя делать какие-то, так сказать, выводы. Не только мне, а многим людям. Вы понимаете, Вот. что ошибались у них, когда набирали команду? Ну, вот опять, вы знаете, команда, это, в моем понимании, это очень узкие вещи. А так, чтобы мы себе представили, допустим, в партии Батьковщина в Крыму было 16 тысяч человек. Но, подождите, Ну. Полонский не один из Полонский многих, один из а многих. он выдвигался в мэры Симферополя. И Полонский выдвигался в мэра уже по своей инициативе, то есть не партии Батьковщина. более того, Еще раз. его можно Нет. было увидеть на плакатах и листовках вместе с вами в одной компании. Тот же Юрьев. Ну, смотрите, так я же еще раз, я всю жизнь жил в Крыму. То есть это не те 16 тысяч, они очень были близки к Еще вам. раз, я об всю этом. жизнь прожил в Крыму, и я знаю там всех. И меня можно увидеть на каких-то там фотографиях Верховной Ради, наверное, рядом с Константиновым. Или на видео с митинга 26 февраля рядом с Аксеновым, которому я стоял и промывал мозги. Да? А он говорил, не-не-не, мы тут, я исключительно только для того, чтобы не было потасовки. А я все понимаю, я там за Киев и так далее. Но я-то знал подноготную и знал, откуда появилось русское единство и как там появился Аксенов. Поэтому иллюзий никаких, так сказать, не было. Поэтому, еще раз, тут не надо, так сказать, лепить одного к другому. Мы с вами имеем в виду следующее, что, к большому сожалению, в силу разных причин, менталитета, действий Киева в течение многих лет, мы не смогли в среде крымчан воспитать, ну, такой патриотизм. Ваш партнер Сергей Велижанский, где он сейчас находится? Он в Крыму. А чем занимается? Не знаю. Вы с ним не общаетесь? Нет, мы общаемся, так сказать, ну чем, выживает просто и все. Ну, когда вы говорите, я не знаю, чем занимаюсь, и при этом общаетесь, вы немного, наверное, лукавите. Поздравляем друг друга с днем рождения. Ну, о чем можно поговорить с человеком, который находится на оккупированной территории и понимает, что последствия, просто мой телефонный звонок для него может иметь очень серьезные последствия. Да, я понимаю. Ваши крупные медиа-активы, Черноморская телерадиокомпания фактически переехала в Киев после всех известных событий, после того, как ее там запретили и прекратили вещание 3 марта 2014 года. Но у вас был также, скажем, еженедельник «События» и радиостанция «Ассоль», журнал «Социальная краина». А вы не хотели их также забрать на материк? Давайте уточним. На материк выехало название Черноморской телерадиокомпании. Словосочетание выехало на материк. Потому что все остальное разгромлено оккупантами там. И они там разного рода шоу устраивали, так сказать, организовали судебное решение, по которому сумму, эквивалентную примерно $1000, Черноморка задолжала радиопередающему центру. Потом появились судебные приставы вместе с ФСБшниками, побили всю аппаратуру, бросая ее там в кузов грузовой машины.
повырывали проводку из стен, а потом через 2 месяца сказали: ой, мы ошиблись, и все это вернули, но это уже на свалку. Вот. Поэтому там поступили точно так же, как и со всеми немногочисленными независимыми средствами массовой информации в Крыму, как с каналом АТР, как с Центром журналистских расследований и так далее. Поэтому сюда вывезли словосочетание. А почему Но поскольку остальные? это определенный символ, так сказать, то как это не тяжело сейчас, но мы восстановили вещание. И мы вещаем через спутник, в кабельных сетях, естественно, в интернете, там, где оккупанты противодействовать не могут. И, ну, скорее, так сказать, символическое вещание осуществляем с вышки на Чонгаре. Понимая, что мы весь Крым не покроет, но тем не менее это тоже важный шаг. А сколько средств уходит на содержание Черноморки? Все, что есть. Что есть? Вот еще раз. Все, что удается заработать или каким-то образом там, вернуть какие-то долги, все делится между этими двумя направлениями и тратится до копейки. Но мы можем сказать определенную сумму от и до. Ну, что вам сказать? Ну, бюджет Черноморки месячный, это примерно 1 000 000 гривен. В сети интернет до сих пор можно встретить статьи, где вас связывают с ОПГ «Сейлем». Как вы это Это же объясните? несложно сделать. Дело в том, что в Крыму сидела целая команда. Я даже могу сказать, там такой магазин «Буква» был наискосок от Совета Министров. Команда, которая состояла из бывших сотрудников УБОПа, бывших сотрудников ну, еще КГБ, а потом СБУ. Вот. И там 2-3 журналиста. Там это в течение нескольких лет снималась трехкомнатная квартира. Вот. И эта публика, так сказать, выпекала и постоянно вбрасывала в интернет заказные материалы против, так сказать, оппозиционных политиков. Поэтому ну, это же делается предельно просто. У вас есть счета за рубежом? Нет, конечно. И офшоров нет. Живя в Швейцарии, вы не имели счетов даже в Нет. те годы? Еще раз. Работая в западной компании, я имел зарплатный счет. У меня закончился контракт 3-летний в этой компании, и счет этот был закрыт. Офшорные счета у ваших родных или близких? Нет, никаких абсолютно. Что вы сделаете в первую очередь, когда окажетесь в Крыму? Не знаю, поеду в горы. Я родился в Крыму, я очень люблю горы. Ну, Крым — это сложный букет чувств. Я думаю, что для каждого крымчанина. Поэтому есть какие-то свои места, так сказать, там, где у каждого лежит его сердце.